Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 3 по 9 февраля 2020 года для овнов. Рассмотрим сферы отношений, работы, финансов на колоде Таро и совет на цыганском оракуле попросим. Цыганский оракул пока убираем в сторону. Достанем одну карту как общую карту, общие энергии, главные события, которые будут происходить у овнов на этой неделе. И здесь выпадает карта. Отлично, колесо фортуны. Замечательные возможности открываются. Две карты на отношения для тех, кто в паре, для тех, кто ищет партнера. Три карты на работу для тех, кто имеет работу, для тех, кто ищет работу и для тех, у кого свое дело. И карта на финансы. Первая самая карта у нас колесо фортуны, старший аркан. И карта говорит о том, что будет вести очень на этой неделе овнам. Будут ситуации, которые уже давно должны были произойти, либо они давно уже запрограммированы, да, то есть какими-то нашими поступками в прошлом. Карта очень серьезная, она говорит о том, что события, которые происходят, они повлияют на нашу судьбу, они повлияют на наше будущее, и их нельзя предотвратить. То есть это уже железные события, да, то есть они уже сформированы в таком в невидимом пространстве и сейчас проявляются именно в нашей жизни на этой неделе. Да. О чем эта карта говорит, какие события могут проявляться? Ну, во-первых, удача. То есть колесо фортуны, оно само за себя говорит. Удача может быть во всем абсолютно, потому что это колесо, которое описывает вот все знаки зодиака, да, тут есть. Также эта карта описывает помощь со стороны вышестоящих лиц. Это может быть какие-то советы, это может быть денежная помощь, это может быть все, что угодно, что вам необходимо. Да? Вот если, допустим, вы сами в чем-то не справляетесь и вам нужна поддержка, вот вы ее можете получить. Также карта позволяет выйти за пределы привычного. Это может касаться всего. Если в отношениях, допустим, у вас не было продвижения, да, то вот на этой неделе наконец-то могут сдвинуться ваши отношения и получить развитие наконец-то. Да. Для кого-то это может быть действительно очень серьезное какое-то решение, вплоть до заключения брака или рождения ребенка. Очень важные какие-то события в отношениях могут происходить. Могут происходить важные отношения в деятельности. Удача приходит наконец-то. Может быть, какие-то проекты двигаются с места. Могут быть какие-то значимые поездки, командировки. А если вы отдыхаете, то это прекрасная возможность съездить куда-то далеко от дома, за границу съездить. Очень хорошие возможности. Причем вот все, что будете делать на этой неделе, оно все будет приносить удачу. Карта также говорит о том, что в финансах могут быть тоже неожиданные какие-то поступления большие. Вообще это карта 10-я, это карта судьбы. Их очень мало событий, которые происходят по судьбе, и вот эта неделя именно такая. Ждите удачу там, где вам больше всего нужно, да, вот там, где больше всего, может быть, не получалось когда-то раньше. Здесь действительно могут происходить такие события, которые полностью нашу жизнь переворачивают, да, вот меняют абсолютно все ситуации, которые в нашей жизни уже привычные какие-то сложились. Теперь посмотрим все, что касается отношений. Для тех, кто в паре выпадает десятка жезлов, карта говорит о том, что могут происходить какие-то события, связанные, может быть, с какими-то сложностями, да, может быть очень много каких-то хлопот, может быть не успеваете отдыхать и поэтому вам трудно общаться, или может быть накопились какие-то сложные моменты в отношениях, какие-то вопросы нерешенные, да, и вот вы копили, и сейчас их уже столько много стало, что как бы трудно нести. Могут быть вопросы, связанные с недвижимостью, с какими-то, может быть, поездками короткими, да,
или какими-то передвижениями любого рода. Также могут быть ситуации завершающие. Допустим, у вас никак не получалось договориться, примириться, да, и были постоянно какие-то распри, непонимания друг друга. Вот есть возможность это закончить и наконец-то договориться, помириться, прийти к какому-то общему решению, хотя это дастся нелегко, но зато вот закончив эти вопросы, вы можете действительно выйти на новый уровень ваших отношений. Здесь карта, в принципе, вот сам фон, он очень такой яркий, хороший, спокойный, располагающий, да. Вот единственное, что человек, который идет по полю, да, он устал, ему очень тяжело нести ту ношу, которую он на себя взвалил. Так, может быть, вам нужно разгрузить себя от каких-то дел, которые у вас, ну, вас слишком уж утомляют. Может быть, нужно с партнером поделиться своими делами или еще с кем-то, да, найти себе помощников. Если это касается каких-то сложных взаимоотношений, да, может быть, нужно ответственность поделить, чтобы каждый знал, кто за что отвечает, и уже как бы легче было бы каждому в отношениях. Но в любом случае вот эти сложности, они разрешимые. Карта говорит о том, что совсем немного осталось, то есть рывок последний делаем, и все у нас приходит в норму. Здесь вот смотрите, на этой карте у человека такие синего цвета штаны, да. Ноги – это то, что ведет нас вперед, да. То есть синий цвет, он говорит о том, что нам ясно все, ясно, куда мы идем. Мы сконцентрированы на том, к чему мы стремимся. То есть мы понимаем, что будет сложно, да, но мы знаем, что мы можем достичь своей цели. То есть карта все равно, хоть и сложная, но такая оптимистичная, да, еще немного и решится какой-то важный для вас вопрос. Теперь для тех овнов, которые ищут партнера, выпадает 8 мечей. Карта говорит о том, что вы надеетесь на то, что все должно само собой произойти, что кто-то придет и поможет вам, да, приведет к вашим ногам человека, который вот вам нужен, да, партнер новый, любовь новая. Но, скорее всего, у вас было много каких-то ошибок в отношениях, и вы как бы уже боитесь лишних движений делать, да, боитесь, может быть, проявлять какую-то инициативу и ждете просто, когда по судьбе вам придет вот этот человек. Карта говорит о том, что вы ошибаетесь. Нужно, конечно, пользоваться помощью и покровительством других людей в этом вопросе, но и не нужно забывать и о том, что в ваших руках тоже есть возможности. Вот эта карта, она связана с стихии воздуха. Это значит связь, интернет, знакомство, общение, да. Вот, кстати, очень как бы хорошо здесь было бы познакомиться именно по интернету. Не то, что познакомиться, а знакомиться с как можно большим количеством людей. И среди них вы вполне можете найти того единственного, который вам действительно подходит. Может быть, будет много ошибок, то есть мы же наугад действуем, да, но среди них все-таки может попасть. То есть если достаточно усилий приложить на этой неделе, то вполне возможно, что вы можете встретить того человека, какого нужно. Самое главное, не уходить от ситуации, не закрываться. То есть здесь вот человек, он связанный, да, глаза завязаны, руки, ноги связаны. То есть получается так, что как бы мы сами себя спутали по рукам и ногам, да, закрыли глаза, не хотим ничего видеть и слышать, не хотим ничего предпринимать для своей судьбы, для своей жизни. Но здесь путы, они очень легкие такие, легко от них освободиться. Руки свободные, мы можем и повязку с глаз снять, и идти куда угодно, и вот поддержкой воспользоваться, тут горы сзади у нас, да, и опытом своим воспользоваться, пусть он даже был какой-то неудачный, мы можем уроки какие-то из него извлечь и действительно уже ну, как бы действовать начать, да. Не нужно бояться. Карта говорит о том, что здесь пространство таких больших энергий.
То есть могут происходить события очень резкие, очень быстрые. То есть, допустим, вы долго-долго старались, и тут вдруг неожиданно встречаете как раз того человека, которого нужно. Вы даже и думать не думали, и даже не подозревали, что такое может произойти. Поэтому вот нужно взять на себя ответственность, не нужно бояться ошибиться. В конце концов, ошибка – это всего лишь возможность. Пусть она не удалась, да, но зато из нее можно извлечь урок, все равно какой-то опыт. Давайте теперь посмотрим, что ждет овнов в деятельности, в работе для тех, кто работает, для тех, кто ищет работу и для тех, у кого свое дело. Для тех, кто по найму работает, выпадает карта «Рыцарь мечей». Карта говорит о том, что скорее всего, будут какие-то новые возможности, новые проекты, и вы, может быть, даже не будете знать сразу, как с этим справиться, как с этим работать, и можете допускать какие-то ошибки или суету какую-то, может быть, какая-то ситуация, связанная с критикой. Может быть, вы сами будете кого-то критиковать. То есть могут такие острые ситуации быть, ситуации, которые очень быстро развиваются как-то неожиданно, новости какие-то могут приходить, новые проекты, новые люди. И, кстати, вот эта карта продвижения, несмотря на то, что вы здесь, может быть, в растерянности какой-то можете быть и делать много лишних движений, все-таки вот эта карта движения. Пусть вы даже совершаете какие-то ошибки, не нужно бояться их совершать, да, потому что вы потом в конце концов почувствуете, как вам нужно действовать, да, чтобы вот лишних движений не было, чтобы вот именно ваши цели реализовывались, вы нужные результаты получали. Вообще вот эта карта еще и хороших новостей, да, когда мы действительно можем чего-то долго ждать, и, наконец-то, вот новость приходит. И несмотря на то, что мы ждем долго, все равно она для нас какая-то неожиданная. Здесь у нас очень быстрое движение. События сменяются очень быстро. Все такие события, которые неожиданно происходят. Да? И нужно быть во всеоружии, нужно владеть информацией, нужно владеть ситуацией, собой. То есть вот действительно нужно мобилизоваться на этой неделе, и тогда можно прям достичь хороших результатов. По плану действовать, как бы по времени, да, не опаздывать, стараться и лишних движений не делать. То, что не ведет к результату, то исключить. И, конечно же, следить за тем, чтобы никого не обижать, ни с кем не ссориться и не заводить себе врагов, потому что мы можем каким-то необдуманным словом задеть человека, и он как бы затаит на нас злобу, да, обиду, и это может плохо повлиять в дальнейшем. Для тех, кто ищет работу, выпадает 4 жезлов. Замечательная карта результатов, когда вы действительно получаете то, что хотели. И знаете, здесь вот такое ощущение, что вас встречают с распростертыми объятиями, как будто вас только и ждали, как будто вас только искали, да, и у вас настроение такое очень хорошее, приподнятое, вы понимаете, что вы здесь действительно можете и заработать, вы можете здесь с удовольствием своей деятельностью заниматься, реализовывать себя, зарабатывать хорошо, здесь может быть повышение в статусе, то есть это вот то, что дает вам безопасность, то, что дает возможность реализовать себя. Здесь может быть работа, связанная с недвижимостью, с какими-то поездками, увеселениями, празднествами, свадьбами, может быть то, что связано с коммерцией, может быть, да, вот здесь, может быть, даже работа прямо на дому вам будет предложена, да, вот удаленная, допустим, и вы сможете действительно как бы реализовать свои способности и заработать, и комфортно очень это все будет. И если, допустим, ваша семья нуждалась в чем-то, вот ваш заработок, он как раз даст возможность иметь все необходимое. Теперь для тех, кто занят своим делом, выпадает карта Солнца. Но лучше не придумать для сферы
деятельности, да, это карта достижения высших результатов. Здесь могут и возможности приходить, могут быть новые начинания, которые в дальнейшем очень успешны будут. Здесь приходит слава, почет, возможности новые. И вообще здесь карта радости, счастья, оптимизма. В общем, любые достижения, которые только возможны. Но самое большее здесь вот как бы внутреннее удовлетворение, радость от того, что мы делаем. И, кстати, вот эта карта такой пользы для окружающих. То есть ваше дело действительно нужно, то есть ваша деятельность действительно нужна для тех людей, которые вот являются вашими клиентами, которые пользуются вашими услугами, продуктом и так далее. То есть вы на верном пути. И вас за это уважают и ценят. И поэтому именно у вас здесь могут быть хорошие результаты. Как предостережение, здесь нужно ценить не только себя, но и тех людей, с которыми работаем. Да? И если мы что-то начинаем, нужно делать это как бы правильно, чтобы это пользу несло. Вот тут как бы белый цвет у нас лошадь, да? То есть чистые помыслы. Все самое как бы лучшее, оно даст и результаты хорошие. Стараться делать все как можно лучше, стараться быть вот в потоке, использовать все свои возможности, знания, таланты. Кстати, вот здесь карта, которая и может артистические какие-то способности предполагать вас. То есть вам, видимо, очень важно еще, как вы выглядите, да, как вас видят люди, насколько эффектно вы смотритесь. То есть вот это все очень важно для вас. Ну, карта самая лучшая, самая успешная и в денежном плане, и в плане результатов, и в плане настроения. Давайте посмотрим финансы. Финансы. Тройка жезлов выпадает Овном на эту неделю. Карта говорит о том, что либо 3 источника дохода будут вам приносить прибыль, потому что здесь вот жезлы, они тут с листочками, да, то есть идет рост, увеличение. Это с одной стороны. А с другой стороны, возможно, вам потребуется поддержка какая-то от людей, которые, может быть, пока что не как сказать, не с вами работают, да, может быть, это либо новый партнер какой-то, либо это помощь как совет, либо это привлечение инвестиций, либо, в общем, все, что связано с внешней какой-то поддержкой, здесь может быть очень важно для вас. Но в то же время это карта результата и карта роста. То есть то, что будет с деньгами происходить на этой неделе, оно в будущем обеспечит рост. Возможно, это как раз вот новое направление какое-то, да, либо вот получение результатов у нас есть уже по деятельности, да, оно дает возможность для новых каких-то открытий, новых потоков финансов. Вообще тройка жезлов – это то, что у нас на будущее закладывает какой-то фундамент, да, то есть мы чего-то достигли, вот мы стремились к чему-то, достигли результата, но это не окончательный результат, мы можем дальше развиваться, дальше расти, особенно если это касается денег, то есть у нас здесь огненная карта, да, огонь – это то, что очень быстро развивается, там, охватывает и так далее, да, то есть вот здесь вот точно так же могут расти финансы, какие-то очень хорошие могут быть результаты, прибыль может быть даже выше той, какую вы ждете, и люди могут какие-то, как поддержка, приходить, чтобы вот именно в финансах вы росли. Теперь посмотрим из цыганского оракула совет для овнов на эту неделю. Выпадает карта постоянства. Ну и карта, конечно, говорит сама за себя. Совет овнам на неделю быть постоянными, не сдаваться, искать опору в себе, в окружающих людях, в своих способностях, талантах. Если, допустим, нужно как-то собрать энергию, отдохнуть, да, обязательно нужно это делать. Вот здесь у нас на картинке дом расположен, да, это как раз место, где мы можем отдохнуть, набраться сил, побыть со своей семьей. Карта говорит о том, что у нас должно быть очень много планов и как бы желаний, да, но мы должны, прежде чем к чему-то новому приступать, мы должны, во-первых, завершить старое,
почувствовать себя стабильно, обеспечивать свою безопасность. Вот здесь, смотрите, одна колонна стоит, а другая лежит, валяется, да. То есть, если, допустим, что-то у нас идет не так, сначала нужно это поправить, а потом только к чему-то новому приступать. То есть, действительно, нужно быть постоянным в своих стремлениях. Это касается и отношений, и работы, и финансов, да, то есть стараться быть таким человеком стабильным, доводить все до конца, решать вовремя вопросы, которые назревают. Если какие-то конфликты, тоже их вовремя решать. И посмотрите, здесь женщина, она как бы центральная фигура, а вокруг нее много пространства. То есть нужно действительно чувствовать, что на нас вся ответственность, да, что мы центральная фигура в нашей жизни, что мы можем опереться на себя, на свой опыт, что мы должны как бы обеспечивать и как бы свое житье-бытие, да, но самое главное, мы как личность, наша реализация, наши качества внутренние. То есть вот именно об этом говорят карты и дают нам такой совет: оставаться вот такими твердыми, уверенными в себе и быть центральной фигурой в своей жизни. Друзья, желаю прекрасной недели, чтобы только самое лучшее для вас сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч!